Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в этом часе мы будем говорить о ситуации в оккупированном Крыму. И надо сказать, что ситуация, связанная с коронавирусом в оккупированном полуострове, можно сказать, катастрофическая. Там регистрируют рекордное количество заболевших и рекордное количество смертей. И с каждым днем с больных и умерших на полуострове становится все больше. И даже оккупационные власти признают, что ситуация сложная. Правда, они обвиняют в этом самих людей, которые якобы не вовремя обращаются за медицинской помощью. Несколько дней ждут, пока не обратятся в больницу. Но мы знаем случаи, что на самом деле получить эту медицинскую помощь в оккупированном Крыму не всегда можно, потому что вызовы скорой и обращения к врачам иногда игнорируются, а если не игнорируются, то врачи просто ставят диагноз грипп и не реагируют на то, что есть симптомы коронавируса, а в больницах или не берут в больницы, потому что нету мест в больницах. В то же время очень сложно на полуострове найти лекарства, и в том числе и профилактические. У оккупационных властей тоже на это есть ответ. Там заявляют, что это связано с большим ажиотажем, большим спросом на лекарства, что крымчане, мол, слишком много покупают э, препаратов, отрицая очевидные вещи, что просто оккупационные власти не в состоянии и не готовы справиться с критической ситуацией с пандемией. Там же и началась уже массовая и принудительная, как говорят очевидцы, вакцинация незарегистрированной вакциной российской «Спутник В», потому что она по распоряжению самого Путина доставлена во все регионы России, и ее завезли в оккупированный Крым. И теперь учителей, врачей в первую очередь прививают там в больницах и в школах развернули пункты, прививочные пункты. Правда, вот как отмечает Альянс врачей, это такой медицинский профсоюз, они рекомендуют не прививаться, потому что эта вакцина не прошла третью стадию проверки, потому что там еще неизвестна ее эффективность и безопасность этих прививок. И они напоминают, что это не может быть обязательной и принудительной. Эта кампания, у всех есть право отказаться от прививки. И если начальство будет настаивать, этот альянс врачей, он поможет составить официальную заявку, оформить это все документально, чтобы люди не рисковали своим здоровьем, прививаясь непроверенной и, возможно, небезопасной прививкой. А сейчас с нами на связи Бекир Мамуд, главный редактор газеты «Крым». Селям алейкум. Алейкум салям, Роман. Рад вас видеть. Ну, я уже начал разговор о ситуации с коронавирусом. Сталкиваетесь ли вы вот с теми проблемами, о которых я начал говорить? Слышали ли вы что-то о прививках, о том, что вот, скоро чуть ли не всех крымчан будут поголовно прививать этой несертифицированной вакциной? А, Я слежу за статистикой, и она, конечно, к сожалению, неутешительная. Но эту статистику все видят, знают, она очень доступная. Другое дело, насколько она в этот раз отражает истинное положение вещей. Конечно, попытка как-то выправить ситуацию и обезопасить население, это нельзя не приветствовать, но э, как это будет делаться, да, методы, способы работы, с кого начинать, кого в обязательном порядке, кого там добровольно, это все достаточно, да, спорные вещи. И в Крыму, по-моему, еще пока так жестко, ну, каких-то
какой-то такой, да, логистики внедрения вакцины, по-моему, она еще так в стадии, может быть, какого-то эксперимента. Во всяком случае, конечно, это все в правовом отношении урегулировано, но неизвестно, как в процессе проведения этих прививочных работ, какие еще коррективы, которые, ну, может быть, даже будут очень серьезно расходиться с прежними намерениями организаторов всего этого процесса, и насколько эти изменения будут влиять на, будут не соответствовать тому, как они начинались. И, ну, врачи, да, врачи, наверное, ну, должны прививаться. Насчет педагогов это, опять же, ну, насколько я знаю ситуацию, вообще-то это, ну, Крым не формирует собственные такие подходы в этом смысле, и поэтому тут это явление, ну, такого общероссийского порядка. Вот. А в России, насколько я слышал, вот московских журналистов, они, «Эхо Москвы» даже просило, если будут факты там принудительного приведения к этой прививке, да, обязывают кого-то, то вот типа сообщайте нам. И это касалось и высших учебных заведений, и средних школ. Я думаю, что такая же ситуация, она, ну, как бы повторяется, будет повторяться и в Крыму. Не знаю, здесь недовольные куда будут обращаться. Знаете, при том, что вот заголовки из сегодняшних новостей, они выглядят так, что, мол, крымские показатели поражения или заражения ковидом, они вот как бы превзошли уже общероссийские. И в этом смысле, наверное, да, местным тут властям, ну, приходится как бы действовать как-то, я не знаю, как-то более решительно, что ли. Вот. Ну, к чему эта решительность может привести, этого, наверное, это предсказать сложно. Ну, зато местные крымские так называемые СМИ очень похожи на выпуски программы «Время» советского еще образца, когда там комсомольцы дружно Абсолютно. вперед на прививку, за здоровьем. Никто же не спорит, что нужно прививаться, что нужно беречь здоровье, но это же нужно делать хотя бы проверенными прививками. А эта прививка еще не закончила третью стадию. Она не прошла клинические испытания. Но я к чему говорю? К тому, что зато пропаганда уже обрисовывает картину, не обращая на это внимания. Просто все вот дружно прививаются, план перевыполняется. Вот как вам живется вот в таком информационном поле, которое создают так называемые крымские СМИ? Ну вот на то это и пропаганда, да, чтобы, понимаете, вообще-то в всем мире и уже издавна СМИ — это всегда оппозиция к власти. А здесь это придаток власти СМИ, и поэтому, да, попробуй кто-нибудь там что-нибудь сделать или произнести, или проповедовать что-то не вяжущееся, не укладывающееся в русло местной этики. И в этом смысле, конечно, да, СМИ будут поддерживать все действия, которые через местный Минздрав будут реализовываться в отношении там населения. По ковиду и да, и понятное дело, что и не только по ковиду. Вот. Ну, давайте скажем о том, что ближе ко мне это этнические вот вопросы. Меня, конечно, ну, шокирует то, что особенно это можно видеть в работе Российского информационного агентства «Новости», когда
они взяли себе в правило, когда кто-то один, даже пусть будет какой-то чиновник, я не знаю, или там депутат ли он, или глава какой-нибудь, ну, такой даже диванной, окрестельной общественной организации. И когда эти люди, не знаю, там, насколько по сердцу, насколько по просьбе или приказу свыше, начинают комментировать те или иные действия, то мы тут очень часто видим, ну, и явное, как сказать, ну, явное реализацию с теми, что собой представляют этические требования или этический кодекс журналиста. И когда да, эти люди что-то произносят, а потом СМИ вслед за ними начинают говорить о том, что крымские татары там оценили там высказывания в Киеве там, или в Евросоюзе, или там, в ВСЕ, или еще где-то. Или крымские татары ответили на там тоже очередной какой-то, ну, с их точки зрения, какой-то там вызов, я не знаю, то, что им не понравилось. Или, ну, крымские татары выступили там против, были шокированы, там, скажем, докладом генерального секретаря Объединенных Наций. Вот такие вещи, там, так их заносит иногда. Я однажды не выдержал, по-моему, это было в начале осени, что ли, я написал и указал да, руководству местного отделения РИА Новости, что ну так нельзя делать. Как это вы за мнением одного человека пытаетесь привязать мнение всего народа? Ну, как и следовало ожидать, конечно, ответа не последовало. Вот это я на том примере, который мне близок, постарался показать, как тут да, то, что делается и общеизвестно на центральных российских телевизионных каналах и там других также да, медиаучреждениях, которые были названы такими, да, и это понятно, и это видно жестко пропагандистскими, да, насколько это вот проявляется в работе местных СМИ, особенно тех, которые, я бы сказал, да, особенно тех, которые имеют, которые являются филиалами или местными там какими-то бюро, пресс-службами вот, центральных огромных этих медиа предприятий по производству вот такой, я бы сказал, очень сомнительной продукции. Ну, это же понятно, зачем это делается. И одно из последних таких вот сообщений, насколько я помню, со ссылкой на весь крымско-татарский народ, это требование выдать Ленура Ислямова российскому правосудию. После этого так называемого приговора, когда его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. И тоже была ссылка вот на одного человека, который возглавляет, как там пишут, крымско-татарскую национально-культурную автономию. Но, если я не ошибаюсь, по-моему, эта автономия уже даже и по российским законам была ликвидирована или нет? Нет, ну, может быть, она ликвидирована, не знаю. Ну, для нас ее существование, это что она есть, что ее нет, это вообще-то, ну, как бы позор. Просто вот то, что я вначале говорил, это, да, эти организации, которые не деревянные, а окрестные. То есть там один-два человека, может быть, там, не знаю, семья, не семья, которые пытаются вот таким образом зарегистрировать организацию, говорить от имени всего народа. Ну что говорить, это, конечно, постыдно. И, ну, разумеется, это такое событие, да, и чтобы не воспользоваться случаем, отреагировать на события, связанные с крымскими татарами, которые не согласны с тем, что происходит в Крыму, голосами, да, и
словами тех же крымских татар, как вы вот сейчас сказали, да, это очень такой испытанный, проверенный прием, потому что в противном случае это и для международного сообщества тоже, понятное дело, очень выгодно показать. Вот вы, там у вас такое мнение, а здесь, видите, вот мнение другое. Между прочим, один и тот же народ. Так что вот это плюрализм мнений, не более того. Ну, мы многожды, да, были свидетелями того, как ложь, я не знаю, там провокации и такие выкручивания рук выдавались, да, за действия вполне там цивильные, нормальные, благопристойные и так далее. Как в этой ситуации выживает ваша газета? Ну, газета, ну, да, хорошее слово выживает. Да, вы точно так подобрали. Ну, во-первых, да, я могу, конечно, с гордостью сказать, что мы самая такая многотиражная и даже пропорциональная к численности населения, особенно тех, кто владеет родным языком. Я думаю, что у нас самая многотиражная газета в Крыму. И, ну, осмелюсь сказать, что это, может быть, единственная такая, ну, оппозиционная. Вот, и ее оппозиционность проявляется не в том, что не в неприятии да, каких-то там действий, за которыми стоят этнические какие-то особенности и так далее, а чисто, да, как мы знаем, ну, политический расклад, политические процессы, то, что не укладывается в нормы требования международного права. Вот в этом смысле, да, мы, так сказать, пытаемся придерживаться, ну, как бы справедливости с точки зрения общечеловеческих ценностей и международного права. Так вот, ну, да, ну, приходится, за нами следят, там, я не знаю, в 4, может быть, и больше глаз, вычитывают все и тут же докладывают и в прокуратуру, и Роскомнадзор, да, с которыми, ну, у меня так тесные, хорошие связи. И уже, когда я наведаюсь сюда, да, уже улыбаются, уже знают. Кстати, прекрасно понимают, ну, мне говорят, что не могут не реагировать, понимаете, на все эти доносы, не знаю, да, мы, в общем-то, хорошо знаем, кто занимается вот этой вычеткой национальной прессы, которая старается отстаивать национальные интересы и вот при этом, понятное дело, не воспринимает происходящее вокруг. И, ну, приходится, да, как-то объясняться, получать эти предупреждения, там, наказания. Вот сейчас тоже мы живем в ожидании суда. Ну, Что за суд? а с другой стороны, понимаете, да, пуститься в это плавание — это не тот случай, когда нужно искать попутного ветра, да, и плыть там в общем этом течении. А все-таки надо смотреть, это правильный ветер или он какой-то да, с аномалиями какими-то и не к тому может привести, чему, в общем-то, мы как этническое сообщество хотим. А что за суд вас Так ждет? что Какой суд вас ждет? это было связано с публикацией, кстати, вот как раз я уже упоминал, доклада генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И там, ну, там усмотрели какие-то вещи, там цитации, отсутствие сносок на то, что